Здравствуйте, вы смотрите «Время ЧМ», программу о происшествиях и работе оперативных служб. Расскажем о самом важном за последнюю неделю. За убийство отчима придется ответить перед законом 38-летнему каменцу. Травмы, нанесенные кулаками, были несовместимы с жизнью. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи. Местом преступления стала квартира в поселке Ленинском. Все произошло на глазах супруги погибшего. В данный момент мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения по стражу на период следствия. Что касается личности обвиняемого, то что обвиняемый неоднократно судим, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В данный момент следствие продолжается. Следователи установили, что конфликты между мужчинами бывали и раньше. Пасынок не работал и просил деньги у матери. На этой почве и случались ссоры. Труп пенсионера обнаружили спасатели при тушении пожара в деревне Кадинка. Трагедия случилась в среду на улице Конечная. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу около 2 часов дня. Первые боевые расчеты прибыли на место через 10 минут. К их приезду огонь охватил внутренние стены капитального гаража и подобрался к дому. Вызвали специалистов газовой службы и бригаду скорой помощи. Вскоре пожарные обнаружили хозяина. Помочь ему медики уже были бессильны. Постройка дома такая, что она совместно с помещением гаража, и было сильное задымление, которое именно уже пошло в дом. То есть найден был этот погибший хозяин именно с признаками отравления угарным газом. Следов криминала не нашли. По основной версии дознавателей, в гараже были неисправности в электропроводке. В четверг утром по тревожному сигналу огнеборцы выезжали в Позариху. Горело жилое строение по адресу 1 мая, 83. Огонь прошелся по площади 50 квадратных метров. Дом на 2 семьи. Одну половину удалось отстоять. Правда, не без последствий для ее жителей. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте оказался и предполагаемый виновник происшествия с признаками опьянения. Представители администрации, сельской администрации Позарихинской вместе с инструктором пожарной профилактики Каменского района по данному адресу были 13 января текущего года. Проводили инструктаж именно вот этого хозяина дома, но не возымело действия, видимо, вот это обучение. То есть человек не понял, к чему его призывают. Резкий маневр водителя грузовика привел к столкновению КАМАЗа с Нивой. В итоге 2 человека получили травмы. Произошло это во вторник утром на пересечении улиц 2-я полевая Бокситовая в поселке Чкалово. Рулевой Нивы остановился перед перекрестком, уступая дорогу КАМАЗу. Он ехал по главной в прямом направлении, но в последний момент 44-летний мужчина решил повернуть направо. С управлением не справился и врезался в стоящий автомобиль. Скорая доставила в больницу водителя легковушки и его спутницу. Не поделили дорогу 2 пожилых человека. Один из них был водителем, второй – пешеходом. 72-летнюю женщину сбили на зебре в среду утром. Авария случилась на улице Кунавина по вине рулевого иномарки. Переход нерегулируемый. Пенсионерке оставалось сделать несколько шагов, чтобы пересечь проезжую часть. Из-за ошибки водителя пешеход оказался в больнице с переломом кости в области голени. Поврежденный автомобиль. Порядок действий водителей при проезде нерегулируемых пешеходных переходов регламентирован пунктом 14.1 правил дорожного движения, в соответствии с которым водители обязаны снизить скорость, остановиться перед пешеходным переходом, пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть, либо вступивших на проезжую часть для осуществления перехода. Будьте предельно внимательными, контролируйте скоростной режим, принимайте своевременные меры для снижения скорости остановки в случае наличия пешеходов на проезжей части. В новом году это первый случай наезда на зебре. В 2013-м на пешеходных переходах травмированы 18 человек. Вылетел на встречку и врезался в автобус. В среду вечером в аварии на Алюминиевой пострадали 3 человека. Не разъехались «семерка» и «Хундай», который двигался по 10-му маршруту. По мнению инспекторов, водитель легковушки не учел неблагоприятные дорожные условия. Он спускался с моста через железнодорожные пути. После удара с автобусом машину развернуло на 180 градусов. Сильно покорежен автомобиль, досталось и иномарке. За медицинской помощью обратились 3 пассажира. 2 из них находились в салоне «семерки». В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Впервые в этом году провели рейд «Стоп-контроль» дорожные полицейские. Тотальная проверка водителей прошла во вторник. В профилактическом мероприятии задействовали практически всех сотрудников Каменской госавтоинспекции. За 3 часа задержали 6 нетрезвых рулевых и 3 бесправника. Напомню, первый стоп-контроль у нас был проведен в январе прошлого года. Тогда выявили 19 водителей в состоянии опьянения, 10 не имеющих права управления. Всего же в 2013-м было 16 таких рейдов. Результаты таковы. 91 автолюбитель сел за руль под градусом, бесправниками оказались 44 рулевых. Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите об этом нам. Успели сделать видеозапись, присылайте ее на электронный адрес. За все материалы, использованные в нашей программе, предусмотрено денежное вознаграждение. На сегодня все. До встречи через неделю.